Я не знаю почему. Ну, не раз уже я тут проходил. И мне это место очень нравится. Блин, такой запах вот этой смородины. Вот тут смородина. Кругом, вот что глаза берет, это везде кусты смородины. И запах прям сногсшибательно вкусно. Там это черная смородина тут видно растет. И от куста очень вкусно пахнет. Блин, опять зацепилась. В холостую также уже иду. Несколько сотен метров. Иду. И вот тут, вот там не то ручей, не то всплеск. На какой-то ручей выходит маленький ручеек. Ну, тут все ясно для меня, тут все понятно. Здесь вот как будто и красивое место, но не глубокое тут место. И не получится также рыбалка. Если дежурный хариус какой-то стоит, он, не крупный. Все-таки крупные хариусы, они держатся в ямах, где вот поглубже. Такие глубокие ямы еще впереди, в принципе, будут, но не знаю. Ну да, наверное, ручеек маленький. Из-под земли, наверное, как-то выходит. И как он течет-то? Там дальше потом нормальный, покрупнее ручеек будет. Нет, я не понял, что тут. Куда вода идет? Она капает. Но сейчас закину еще пару раз здесь. Где-то глубина, наверное, сантиметров 30, не глубже. Ну, посмотрим. Может, чай стоит тут. Блин, коряга там оказалась. Я оттуда кидал и зацепилась, блин. Вон. Картошка ебаная тоже все время подводит. Что ты будешь делать, а? Хорошее бы какой-нибудь, 5-метровую 6 какой-нибудь, наверное. Удочку тоже. А вон там, наверное. Не хочется порвать, потому что блесна. Там последний вертлюг последний у меня. И блесна так, в принципе, тоже нормально, мепсовская, рабочая. А она все так и придется где-то удочку хотя бы 5-метровую достать. Ой, бля. Не одно, так другое. Вот тебе, Олег, сейчас приготовят. Вот, держи. Скажут, вот тебе, держи, Олег. Держи, вот тебе удочка 5-метровая, бамбуковая она. Ой, блин. Так. Нервотрепка, одним словом, нервотрепка. Ну вот этот более-менее, но фиг достанешь там, блин. Не только 5 метров, там 8 метров надо. Кажется, как будто близко. Нету. Но этот более-менее. Сейчас вот этот как-нибудь сломаю. У меня нож есть. Ну да, этот терпимо. Наверное, более-менее будет сейчас. Попробую. Ух, хороший. Блин, какой же я молодец, ребят. Спасли блесну. Палочка-выручалочка. Опа. Спасибо тебе, палка-выручалка. Вот так вот. Все. Значит, удача ждет еще нас впереди. Этой блесной еще, может, кого-нибудь поймаем. Угу. Так вот. И яма вот
неплохая, неплохая. И не помню, чтобы здесь когда-то кого-то ловил. Ну, не припоминаю. А дальше вот здесь, блин, непроходимо тоже. Ну вот тут уголок. А там такой луг будет. Ну луг, но до шеи там трава, но тоже яма хорошая. Думаю, там кого-нибудь поймаем. А нет, так нет. Так, ну ладно. Здесь я пока выключаюсь, потому что тут ужасно будет место. И придется, наверное, даже в тайгу, через тайгу пройти, потому что возле реки ужас что творится. Как паутина там эти. Да, черемуха. Кусты черемуха очень много. Вот так вот. Небольшой перекур. Сижу вот на такой березе. Вот эта яма, о чем я буквально минуту 10 назад говорил. Покидал. И там ниже, и здесь вот ни одного подхода. Где ожидаешь рыбу, там неудача. Так что не надо ни о чем думать. Просто кидать, где поймаешь. А вот ты когда думаешь, поеду туда и там поймаю столько-то, столько, ну это не факт. Вот так. Уже немножко, я не знаю, по времени сколько. У меня телефон выключен, а когда экран переворачиваешь, тоже не видно там. Короче, надо найти место, надо почистить рыбу, немножко посолить. Ну, штук десяток уже мы поймали. Посолить и также попить чаек, отдохнуть и дальше. Дальше речка будет также все сужается, ям все меньше и меньше становится. И видно, здесь с верховья уже основная Хариус уже ушла вниз. Потому что такие хорошие ямы и ни одного подхода. Интересно, нету. Или не хочет брать, или нету. Может, а ниже, вот откуда мы начинали рыбалку, ниже там на километров 7, если по течению, там уже такие глубокие ямы начинаются и большие, длинные, там такие вот, и даже щук можно там оттуда еще дернуть, только не крупные, но щук и водится. А здесь ни разу еще щуку я не ловил, но она до сюда они не поднимаются, здесь в основном хариус держится и все. И, ну, может, ельцы еще тоже поднимаются, но косяков, ельцов я не видел ни разу еще. А на блесной он не попадает. Только если на поплавочную удочку. Ой, блин. Вот так. Ну, этот луг, о чем я говорил, такое место. Мы вот ниже на повороте, когда я блесну спасал, были там. Здесь я по тайге прошел, здесь порыбачил. Вот такие дела, ребята. Вот такие дела. Нормально. И здесь, вот сейчас вот слышите звук природы. Ветер шумит, листья шуршат. И пения птиц вообще нету. Ни одной птицы. И рябчик из взлетов нету. А вот когда шли пешком, там к этой речке там несколько взлетов было. Здесь почему-то нету. Местами, но она как-то они. Вот так. Ну ладно, дальше рыбачим. Немножко поболтали. Дальше пойдем. О, проверяют, ребят. Ну, я думал, свежий, издалека как-то. Но уже высохло все. Не свежий. И там тоже прошлогодние. Да прикусывают. Проверяют. Так. Ну, вот опять очередная яма. Очередная надежда.
будто там всплеск небольшой. Сейчас покидаем тут. В этой яме, ребята, хорезок не мелкий стоит. Подходит к блесну, толкает и все. Сейчас уже зацепил мушку тоже самодельную, не знаю, поможет, нет. Но попытаюсь хотя бы. Она блесну не берет. Вот так вот сейчас снимаю, как-то получится или нет. Да, не удалось, ребят. Хорошая яма, хороший хариус стоит, но не смог я поймать. Все испробовал уже. И мушки эти разные всякие, и блесна. Но одно не хватает, это живая наживка. Червь, опарыш. Вот дурак я не взял, блин. Что ты будешь делать, а? Угу. Ну, тут уже делать нечего. Дальше идти надо. Возле самого берега, вот тут. Ха. Вот это да. Вот такой долгожданчик. Короче, отсюда вот, возле берега, один хариус попался. И здесь такой берег пологий. Я здесь, наверное, перекурю, чай попью и рыбу почищу. Там дальше пойдем рыбачить. Что-то у меня без перекура, наверное, дела не идут. Надо перекурить. Вообще как-то столько километров уже сейчас в холостую прошагал. Пипец. Вот это да. Нет, там или воды нету, места нету такого, или же не клюет. Здесь такие ямы тоже были. Не знаю. Видно, рыбы нету. И ниже, наверное, где-то вот. Или не вовремя как-то не хочет брать. Но пока не сдаемся. Дальше, ну, здесь вон опять всплеск. Ну, такой маленький каратыши прыгают. Крупной нету. Сейчас я, наверное, костер маленький сделаю тоже. С костром как-то веселее. И буду заниматься едой и чисткой рыбы. Хорошо. Сейчас загорится быстро. Вообще класс. Ну вот. С костром. Возле костра веселее. Хороший костер сейчас загорится. Вон как. Отлично. Хариус, ребята, рыба нежная. И приходится, ну, вот такие хариуски сегодня попались. И приходится, как сказать, чистить рыбу.
Хариус нежная рыба, там если проморгаешь, он быстро начинает становится мягкой и разваливается. Но это, наверное, самый крупный, что сегодня вот попалось. Остальные чуть-чуть меньше. Ну, штук десяток набралось, и то хорошо. Больше половины дня уже бродим. Немножко так внутренности я убираю, и после того, как внутренности убираешь, еще споласкиваю и немножко подсаливаю. Но если жаркая, теплая погода, чешую желательно не убирать. Чешую надо оставлять, меньше портится рыба. А вот что внутри вот эта кровь, от этого рыба начинает быстро гниет в общем. Надо в первую очередь эту кровь убрать и немножко подсолить. И все дела. Вот такой хариус. Так, рыбу почистил. Сейчас уже готовлюсь покушать. Грею кашу. Попью чаек. Вон как на костре там угли. Сейчас уже вообще жарко тут. Жарит конкретно. И поставил греться эту банку. Люблю я эту кашу. Быстрая еда для ленивых, в общем. И третий год, наверное, я здесь уже рыбу чищу. Ну как, в прошлом году я здесь не был, позапрошлом рыбачил, наверное, тоже тут чистил. Вот здесь. Чистил вот тут. Потому что уровень воды больше было, чем сейчас. Повторно после чистки рыбы я еще сходил вон туда. Подумает, там возьмет блесну. Нет, нифига. И тут еще маленький, сантиметров 20, наверное, хариус стоит, тоже сплещется. Возле самого дерева. Ты смотри, бухнуло у меня. Ага, авария. Смотрите, что случилось с кашей. О, как пробкой вылетела. Ничего себе. Надо спасать, ребят. Ой, блин, вот это да, первый раз такое. Каша из банки вылетела. Да, в походе, конечно, на таких походах личный оператор нужен. Показал бы, как я впихал эту кашу обратно. Опа. Ну да, там, наверное, видимо, какая там жидкость внизу и нагрелась нижняя сторона и вытолкнула кашу. Угу. Все, пускай пока греется так. Нормально. Шуршит, там шипит уже. Фу. Не знаю, сколько времени. Так, время у нас обед. 12:43. 12:43. И сколько, интересно, там. Время 12:43. Сейчас вот я на экране посмотрел. Еще у нас где-то примерно часа 4 можно рыбачить. Часа 4. Эти часа 4 быстро пролетят. Потому что ходить быстро не сможешь там. Хочется больше подняться. Но километров где-то, все говорю, примерно километров от силы, наверное, 4 еще. Более река, так ямы еще есть. А уже выше там вообще узкая река, мелкая совсем. И на две части, разветвление идет.
в разные стороны. Войвож, Лунвож, ну, примерно так я говорю. Одно в северную сторону, другая в южную сторону идет. И до туда, ну не знаю, там на самое устье, может, еще как-то поклевки еще будут. Но дойду или нет сегодня, не знаю. Ага, вот так. И здесь уже где-то полчаса, наверное, здесь уже я отдыхаю. Почистил рыбу и еще буду обедать. Примерно где-то полчаса, наверное, еще у меня уйдет. Так что в час я отсюда дернусь и буду тык-тык-тык потихоньку идти вперед, ни шагу назад. Если клевать не будет, хочется еще возвратиться на ту яму, но оно уже, конечно, очень далеко. Если навигатор, я могу навигатор включить, и у меня точка там есть, вот где вот хорошие поклевки, я всегда отмечаю на навигатор. И я знаю, на какой точке стоит там, осталось идти пару штук хариусов. Ну, хочется еще с ним побаловаться. Вот так. Здесь в яме тоже. Ну, пускай размножается, что потом. Не будем нервничать от этого. Нам уже достаточно, в принципе. Десяток поймали, и не мелкие. А больше уже не поймаешь. Там, когда же? Сколько лет-то уже прошло. Мы с Денисом поднимались на самое верховье. Блин, нагрузились, там посуду взяли. Ну, думаем, пойдем мы на самое верховье. Ох, наловим мы рыбы там. Там всплеск большой. Наловим, думаю. Пошли, пришли на речку, а там вообще течения нету. Что за фигня? И рыбачили, короче. Вдвоем на спиннинг. За целый день, ребята, не обманываю, я поймал 10 штук, ровно 10 штук хариуса. Ну, такие, не такие и крупные были. А Денису, моему старшему сыну, вообще ни одной рыбы не попало. И после этого ты, говорит, хоть еще уговаривай, но я в это место не пойду. Потому что дорога на мотике сперва надо ехать, там, блин. Еще дорога плохая была, вдвоем на мотике как-то не очень так приятно. Если по одному мотику еще быстро можно доехать. Потом шли мы на верховье, фиг знает сколько по километражу. Спустились на речку и вот здесь еще рыбачили. 10 штук рыбы. Вот так. И, ну, ориентировочно вот так вот. 10-15, вот, когда ты придешь на эту речку. Поймаешь и все. Вот так вот. Ну, просто время есть еще. 4 часа у меня, 4 часа. Потом надо время, чтобы возвратиться до мотика. Не близкое расстояние уже. Мы немало километража уже пошли. Но обратно уже, как по навигатору я выйду на вырубку и по дороге там. Ну, неплохие места еще, конечно, будут. Там ручьи. Но она каша у меня. Все поспела уже вроде как. Вот такая каша, ребят. Сейчас я буду обедать. Обедать. Или как? Обедать. Обедать. Ну, щойнику там обедать. Но на одной точке, вон там, на одной точке вот плещется еще. И ты попробуй, вот поймай. Вот попробуй. Фиг поймаешь. Ну. Потому что червей у меня нету. Были бы черви, я бы эту рыбу поймал. Но хоть попытался. Она блесну не берет. Что ты будешь делать? Не хочет и все. Там, блин, 7 видов. И самая ходовая, это белая блесна. Вот я не взял. Белая блесна. У меня закончились. Все истратил. Все в коряге как цеплял. Там вон. Буквально на самом берегу. Сейчас желудок посмотрел. Там букашки, жучки какие-то вхаривающие. Там всяко разные. Живот полный. Желудок. Все, ребят, обедаю. Ребят, кто служил в армии,
Тот знает, что такое, сухпайок. И не раз приходилось кушать кашу с таких банок. В наше время там, когда служил, в общем, сухпайок нам давали, ну такие банки, ну полбанки как будто, да поменьше вот этой банки. Были рисовая каша, перловая каша, гречневая каша бывала. Ну и в таких банках тушенка. После этого вот мне нравится вот такая еда. Вот так. Быстрый обед, в общем. Как будто солнце светит, ну, должно быть тепло, а на улице холодно, в дубах. Осень. Прекрасная пора, и нету комаров сейчас. Мошкары по вечерам еще, а комары, вот вообще тишина, нету ни одного. Вот поэтому я люблю осень. И осенью все можно собрать, ягоды, охота также. Вот так. Очень вкусная каша.